по статье 160 части 4 УК РФ по факту причинения материального ущерба на сумму 15 миллионов 503 тысячи 351 рубль 30 копеек и по статье 160 части 4 по факту причинения материального ущерба на сумму 3 миллиона 181 тысячи 580 рублей 49 копеек как растрату, то есть хищение чужого имущества, веренного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Беляев ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по материалам дела в целом характеризуется положительно, о чем свидетельствуют представленные стороной защиты многочисленные грамоты, благодарственные письма, награда и иные сведения. Обстоятельственно смягчающими наказание подсудимого по всем преступлениям суд признает добровольное частичное возмещение причиненного ущерба в общей сумме 500 тысяч рублей, состояние здоровья подсудимого, страдающего гипертонической болезнью. Обстоятельством отягчающим наказание подсудимого по всем преступлениям суд признает совершение преступлений в составе группы лиц, поскольку в их совершении совместно участвовали два исполнителя. Принимая во внимание характер и общественную опасность совершенных преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, размер причиненного ущерба по каждому преступлению, превышающий в сумме 19 миллионов рублей, несмотря на положительные характеристики подсудимого, женатого, страдающего гипертонической болезнью, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы. По этим же мотивам, принимая во внимание, что Беляевым совершены преступления, причинившие особо крупный ущерб, и похищенные денежные средства были потрачены подсудимым в том числе на личные нужды, суд с учетом его личности, семейного, социального и материального положения назначает ему дополнительное наказание за каждое преступление в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает приведенные выше обстоятельства, а также тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого, трудоспособный возраст, несмотря на наличие заболевания, получение им заработной платы в будущем. Беляев совершил два тяжких преступления и организацию тяжкого преступления, занимая должность руководителя агентства Республики Коми по управлению имуществом, причинив ущерб в том числе бюджету Республики Коми, чем существенным образом подорвал авторитет органов муниципальной власти. В этой связи суд полагает необходимым в соответствии с статьей 47 частью 3 УК РФ назначить ему дополнительное наказание за каждое преступление в виде лишения права занимать должности, связанные с властными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, размера ущерба, который до настоящего времени относительно всей суммы возмещен в незначительном размере, суд не находит оснований для применения положений статьи 64-73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положением статьи 15, часть 6 УК РФ. Местом отбывания наказания Беляева суд на основании статьи 58, часть 1, пункт Б УК РФ определяет исправительную колонию общего режима. Гражданские иски исполняющего обязанности прокурора города Сыктывкара о взыскании из подсудимого денежных средств в размере 1 миллион 100 рублей, 1 миллион 100 тысяч рублей и 18 миллионов 684 тысячи 931 рубль 79 копеек суд полагает необходимым передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для их разрешения необходимо привлечение третьих лиц, что повлечет отложение судебного разбирательства. Руководство статьей 316 ПК РФ суд приговорил Беляева Владимира Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 33 частью 3 статьи 160 частью 4 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных статьей 160 частью 4 УК РФ, и назначить ему наказание по статье 33 части 3 164 УК РФ по факту причинения материального ущерба на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах сроком 2 года. По статье 160 часть 4 УК РФ по факту причинения материального ущерба на сумму 15 миллионов 503 тысячи 351 рубль 30 копеек в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах сроком 2 года. По статье 160 часть 4 УК РФ по факту причинения материального ущерба на сумму 3 миллиона 181 тысяча 580 рублей 49 копеек в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах сроком 2 года. На основании статьи 69 части 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Беляеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах сроком 2 года 6 месяцев. Меру пресечения Беляева на апелляционный период оставить прежнюю в виде содержания под стражей. Срок наказания исчисляется 3 июня 2014 года. Зачесть Беляеву срок отбытия наказания, время его задержания и содержания под стражей с 20 марта 2014 года по 2 июня 2014 года включительно.
Владимир Ильич, я если что-то скажете.